Это самый известный частный дом в мире. С тех пор, как в 1963 году Falling Water, или Дом на водопаде, стал музеем, его посетили уже миллионы людей. Название виллы объясняется тем, что она стоит прямо на водопаде, образованном горной речкой, именуемой Медвежий ручей. Причем в буквальном смысле. Ручей бежит прямо под домом. На него можно любоваться у себя под ногами, находясь в гостиной на первом этаже, или слушать шум воды, засыпая в одной из спален на втором. Хозяева этого дома, Эдгар и Лилиан Кауфман, владельцы фешенебельного универмага Кауфман в Питтсбурге, были уверены, что нанятый ими для его строительства легендарный архитектор Фрэнк Ллойд Райт построит для них дом с видом на водопад. Вместо этого новатор Райт привнес водопад не только в их жизнь, но и в историю архитектуры. Фрэнк Ллойд Райт прославил так называемую органическую архитектуру. В начале 20 века он создал целый ряд сооружений, раскрывающих свойства естественных материалов и органично вписанных в окружающий ландшафт. Но к началу 30-х годов Райт остался практически без работы. В американской архитектуре тех лет царил наполненный холодным железобетоном интернациональный стиль, контрастирующий с тем, что любил и строил Райт. Знакомство с Кауфманами и поступивший от них заказ пришелся как нельзя кстати. Все совпало. Архитектор, готовый с головой уйти в работу, заказчик, открытый к любым смелым идеям, и потрясающий живописный участок горы с водопадом, прямо как полотно готовой кисти художника. В результате все остались довольны. В 1938 году, после почти 10 лет забвения, портрет Фрэнка Ллойда Райта появился на обложке знаменитого журнала Time на фоне дома на водопаде. Это было начало второй волны успеха архитектора. Да и семья Кауфманов, и до этого известная своей склонностью к новейшим стильным изобретениям и тенденциям, благодаря своей новой загородной вилле оказалась в центре внимания общественности. Сюда потянулись посетители со всей страны. В их числе было немало знаменитостей тех лет – Альберт Эйнштейн, Ингрид Бергман, Марлен Дитрих и даже 32-й президент США Фрэнклин Рузвельт. Тем не менее, хозяева этого удивительного жилья любили Falling Water не только из-за его популярности. Им просто было в нем хорошо. В этом и заключается концепция любимой Райтом органической архитектуры. В ее основе комфорт и наслаждение красотой как внутри, так и снаружи. Линда Вегенер, куратор этого музея, уже несколько десятилетий рассказывает всем, кто приезжает сюда, о доме на водопаде и его счастливых владельцах, семье Кауфман. Они обожали этот дом. Он подошел им так же, как подошла бы пара ботинок, сшитых на заказ. Здесь они смогли жить так, как всегда мечтали, в покое, в гармонии с природой, которая их окружала. Особенность архитектуры Райта в сочетании абстрактных и геометрических форм с природными элементами – камнем, цветами, водой. А еще в открытости пространств и их наполненностью светом и воздухом. Эта гармония, казалось бы, несочетаемых элементов была своего рода вызовом и ответом крайне геометричному, холодному и строгому интернациональному стилю в архитектуре. Здесь, в проекте Falling Water, строгие формы наполнились теплом и жизнью. Этот дом удивительно теплый, потому что вся его обстановка очень тонко создана для тепла и уюта. Эта встроенная мебель и ее драпировка словно приглашают вас присесть, расслабиться, почитать здесь книгу, послушать музыку или просто подумать. Фрэнк Ллойд Райт не любил картины. Двухмерное искусство мало его вдохновляло. Поэтому в этом доме картин немного, разве что несколько дорогих для семьи портретов и небольших полотен любимых художников. Например, картина Диего Риверы, также побывавшего здесь. Или этот рисунок Пабло Пикассо с дарственной надписью. Роль картин в доме на водопаде заменяют окна. Живая переменчивая природа в строго геометрической рамке. После смерти Лилиан и Эдгара Кауфман их сын, Эдвард Кауфман-младший, сделал их резиденцию музеем, достоянием общества. Однако все здесь по-прежнему живое. И каждый легко может вообразить себе, как чудесно отдыхалось в этих спальнях, легко мечталось в таких креслах, и как можно было бесконечно наслаждаться видом из всех окон в любое время дня и года. Мы намеренно поддерживаем эту атмосферу. Здесь вам все время будет казаться, что хозяева дома только что вышли и скоро вернутся. Самый популярный вопрос посетителей – сколько стоит Falling Water? Ответ на него прост – этот дом бесценен, потому что не продается. Это как попытаться купить Мону Лизу. И как нетленное творение Леонардо, дом на водопаде нельзя также и скопировать, ведь он неотделим от окружающего его пейзажа, его создателя и владельцев, которые были здесь счастливы. Маша Мортон, Светлана Прудовская, Михаил Майсурадзе, Пенсильвания.